Атавай Ихсан представляет. Краткая история о пророке Айюбе, алейхиссалям. Поскольку живому человеку необходима пища, и поскольку все связано с причиной, Всевышний посылал пропитание Айюбу, алейхиссалям, посредством рахмат. Жена входила в селение, нанималась на работу, а на полученные деньги покупала мужу еду. Вернувшись, она кормила Айюба, алейхиссалям, и супруги вместе благодарили Аллаха за все. Терпение, с которым рахмат, перенося тяготы, ухаживала за мужем, удручало Иблиса. Как-то раз он подошел к жене пророка в облике лекаря и стал расспрашивать о состоянии Айюба, алейхиссалям. Он напомнил ей, каким Айюб, алейхиссалям, был до болезни и как, заболев, остался ни с чем. Иблис вселил сомнение в сердце рахмат, сказав: «До каких пор ты намерена терпеть эти невзгоды? Если зарезать барана с моим именем, не произнеся бисмиллах, и если Айюб, алейхиссалям, выпьет вино, я его вылечу». Женщина поверила его словам. У нее появилась надежда на выздоровление мужа. Она рассказала Айюбу, алейхиссалям, обо всем. Айюб, алейхиссалям, рассердился, поругал рахмат, укоряя за то, что она прислушалась к словам Иблиса, и до этого она предлагала ему просить Аллаха вернуть ему здоровье. Но он учил ее, что надо уметь благодарить Всевышнего за его дары и терпеливо переносить беды. Но после встречи с Иблисом упование на Всевышнего у рахмат ослабло. Тогда Айюб, алейхиссалям, поклялся 100 раз ударить жену палкой, когда выздоровеет. Затем пророк, сожалея, заплакал и с покорностью обратился ко Всевышнему. «На самом деле, из-за какого же греха мне такое наказание?» В ответ прозвучали слова от Всевышнего: «О Айюб, откуда тебе даются силы, чтобы вынести эту боль? Если бы я не вложил их в каждый корень твоих волос, не хватило бы у тебя терпения». Когда Иблису дали волю над телом Айюба, алейхиссалям, из-под его власти были выведены сердце, язык и разум пророка. Какие бы тяготы и беды не охватили Айюба, алейхиссалям, они не сломили его. А когда болезнь коснулась языка, которым он поминал Аллаха, у пророка вырвались слова: «Беда настигла меня». Ему стала тягостной неспособность языка поминать Аллаха, вознося ему хвалу. Увидев, что Айюб, алейхиссалам, пожаловался только ради него, Всевышний проявил свою милость, и Иблис стал свидетелем того, как Аллах оберегает своих рабов. Ангел Джабраил, алейхиссалям, прибыл к Айюбу, алейхиссалям. Айюб, алейхиссалям, спросил: «Кто же ты, пришедший ко мне, позабытому всеми знакомыми и родными?» Джабраил, алейхиссалям, ответил на его вопрос и угостил его райской айвой. После этого болезни покинули тело Айюба, алейхиссалям, и он почувствовал облегчение. Джабраил, алейхиссалям, сказал ему: «Вставай». «Как же я встану? Я ведь не могу», — ответил Айюб, алейхиссалям. Джабраил, алейхиссалям, протянул ему руку и помог сделать 12 шагов. Затем Джабраил, алейхиссалям, заставил его топнуть левой ногой об землю. Айюб, алейхиссалям, так и сделал, и на этом месте появился источник горячей воды, а после удара правой ногой – ледяной. Джабраил, алейхиссалям, посоветовал Айюбу, алейхиссалям, умыться горячей водой, а холодную выпить. Пророк последовал его совету
и после тягот обрел облегчение. Тело Аюба, алейхиссалям, окрепло, былые молодость и красота вернулись к нему, и он приобрел неописуемое здоровье. Тут же Аюб, алейхиссалям, совершил намаз в 2 ракаата в знак благодарности Всевышнему. Джабраил, алейхиссалям, надел на него одежду из рая, возложил на голову корону, и он засиял, словно луна в полнолуние. В это время Рахмат не была рядом с Аюбом, алейхиссалям. Она искала еду для него. Когда она возвращалась, Иблис опять попытался посеять в ее сердце сомнения. «Сколько же ты будешь ухаживать за неизлечимо больным Аюбом? К тому же он ведь дал слово по выздоровлении ударить тебя 100 раз». Но старания Иблиса оказались бесплодными. На этот раз Рахмат не стала слушать проклятого и, не обращая на него внимания, направилась туда, где должен был находиться муж. Она обошла все кругом, везде искала, но не нашла попавшего в беду Сабира, Аюба, алейхиссалям. Не ведая, что случилось, она терялась. Волки ли его загрызли, земля ли поглотила. Потеряв терпение, она расплакалась и стала звать: «О, Аюб, куда ты исчез?» В ответ на ее зов Аюб, алейхиссалям, спросил: «Кто тебе нужен?» «Не могу найти Сабира, которого оставила здесь», — ответила Рахмат. Она не узнала Аюба, алейхиссалям. Он спросил Рахмат: «По какому признаку ты можешь его признать?» Рахмат посмотрела на него и сказала, что он очень похож на Аюба, алейхиссалям. Сабир улыбнулся и радостно сказал, что он и есть Аюб, алейхиссалям. Аюб, алейхиссалям, очень огорчился, вспомнив о клятве ударить Рахмат 100 раз. Он не знал, что делать. Но в это время появился ангел Джабраил, алейхиссалям, и посоветовал собрать 100 соломинок в 1 веник и 1 раз ударить Рахмат. Аюб, алейхиссалям, так и поступил и освободился от клятвы. Из-за покорности мужу спаслась и Рахмат. Пережитые тягости и страдания обратились в радость, и это счастье они встретили вдвоем. Всевышний вернул им поля, скот, все имущество, которое когда-то сжег Иблис. Также он восстановил их дом и оживил детей. Это одна из версий того, что произошло с погибшими детьми. Но истину ведает знающий скрытое, и мы не ошибемся, если оставим ему все. Они прожили благополучную, прекрасную жизнь и все время благодарили Всевышнего. Когда Аюбу, алейхиссалям, было около 100 лет, он покинул этот мир. Говорят, после перенесенных испытаний у Аюба, алейхиссалям, родились 26 детей. После смерти отца дети не отошли от истинного пути и служили Всевышнему. Царем в то время был Кафир-Лам, сын Даама. Здесь завершился краткий рассказ об Аюбе, алейхиссалям, чтобы это сказание послужило уроком для тех, кого настигла беда. Тот, кто услышал историю Аюба, алейхиссалям, сможет перетерпеть много бед и невзгод, если этому посодействует Аллах. Больше всего бедствий ниспосылается пророкам, после них вали, затем подобным им, затем подобным последним. Бывает и так, что Аллах дает своему рабу определенные ступени только после испытания его бедами и болезнями. И еще сказано, что бывают грехи, которые смываются
только после перенесенных бед. Дай Аллах мусульманам терпение вынести несчастья, из-за которых повышается дараджа безгрешных и смываются грехи грешников. Да удержит Аллах цепями шариата тех, кто не боится его даже после ниспослания бедствий. Да прозреют те, которые делают исраф, и да приведет Аллах их к раскаянию. Текст озвучил Руслан Алиев, монтаж Мухаммад Мухаммадов. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.